Добрый вечер, это вечерние новости в студии Влад Давыдов. Смотрите сегодня в выпуске. Осторожно, клещи. В Хангаласском Улусе зарегистрированы 5 случаев укуса. Среди них дети. Обращение Илдархана. Айсен Николаев сегодня выступит с обращением к якутянам по поводу эпидемиологической ситуации в республике. Зарыбление водоемов. Порядка 2 миллионов мальков сибирской ряпушки выпустили в реку Анабар, Якутии. В селе Барагонцы Усть-Алданского Улуса установили первую сваю квартальной угольной котельной «Восток-1». Объект будет сдан в эксплуатацию уже осенью этого года. К нему подключат социальные объекты и жилые дома. Местных жителей с этим событием поздравил Айсен Николаев, который побывал сегодня в Усть-Алданском районе с рабочей командировкой. Кроме того, руководитель республики проверил ход строительства нового здания школы на 450 мест, универсального комплекса спортивных единоборств, стадиона с трибуной на 1000 мест, многофункционального оздоровительного спортивного комплекса и культурного центра Тайон-Мирю. Затем Айсен Николаев провел заседание оргкомитета по подготовке и проведению 8-х спортивных игр народов Якутии в Усть-Алданском Улусе. И вот что отметил по итогам встречи с жителями глава республики. В целом хочу отметить очень позитивные изменения в районе, в самих Барагонцах. Видно, что население очень ждет игры, и не только ждет, но и активно участвует во всех мероприятиях, в озеленении, в субботнике, разборке старых зданий. К сожалению, были вопросы по финансированию из-за не очень правильного планирования бюджета. Сейчас образовался дефицит порядка 400 миллионов по строительству крупных спортивных объектов, таких как стадион, крупный многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс. Сегодня мы рассмотрели этот вопрос на совещании, и решения все приняты. Недавно правительство республики получило грант от правительства Российской Федерации в размере 285 миллионов за хорошую работу по исполнению национальных проектов и за достигнутые результаты по социально-экономическому развитию республики в 2020 году. И эту сумму, 285 миллионов, я сегодня поручил полностью уже в июле месяце направить как раз на строительство спортивных объектов здесь, в Барагонцах. Амгинское отделение авиалесоохраны активно занимается мониторингом возможных лесных пожаров. В начале этого года на территории района был зарегистрирован 1 случай лесного пожара. Благодаря своевременной работе парашютно-десантной группы авиалесоохраны и местного населения пожар был ликвидирован. В этом сезоне в тушении лесных пожаров будут работать 8 парашютистов, 6 десантников, 5 договорников на летнее время. Также во время пожароопасного сезона для облета территории в Амгинский район прибыл самолет авиакомпании Ми-Ан из Волгограда. В настоящее время проводятся воздушные тренировки авиапожарных по прыжкам с парашютом. Самолет уже прибыл на базирование на все лето пожароопасного сезона. И сейчас природной классности по условиям погоды будем производиться патрулирование вместе с парашютистами. Например, в 3 классе мы через день летаем, 4 класс природной опасности, пожарной опасности, каждый день облет. В Хангаласском районе зарегистрированы 5 случаев укуса клещами людей, в том числе 3 детей в 4 населенных пунктах района. Это в селе Кердем 2 случая, в селе Актемцы 1 случай, в селе Титабе 1, в селе Идяй также 1 случай, сообщили в Роспотребнадзоре. По всем случаям укусов необходимые профилактические мероприятия проведены, в том числе введен иммуноглобулин против клещевого энцефалита. Заболеваемость клещевым вирусным энцефалитом, клещевым боррелиозом, другими инфекциями, передающимися клещами, не зарегистрирована. 91 новый случай заражения коронавирусом выявлен в Якутии за минувшие сутки, сообщает оперативный штаб. 57 человек из них заболели в столице, 6 в Мегино-Кангаласском районе, 5 в Амгинском, по 4 в Алданском и Вилюйском. 3 человека заразились ковидом в Намском и Аймаконском районах. 2800 исследований на коронавирус за сутки провели лаборатории региона. В
В Мегинакангаласском районе эпидемиологическая ситуация на сегодняшний день стабилизируется. Об этом сообщили в оперштабе Улуса. В районе пока отменены все мероприятия, в том числе национальный праздник Исых во всех наслегах Улуса. Также решением оперштаба приостановлены частные культурные мероприятия, торжества, свадьбы, юбилеи и так далее. По летней занятости детей ограничений придерживаются и лагеря. Они не будут организованы до июля. Вакцинация населения идет полным ходом. В Улусе в 31 населенный пункт доведена вакцина ГАМ-ковид-ВАК в достаточном объеме. На сегодняшний день в нашем районе процент вакцинированных составляет 46%. Но это мало, но мы работаем. Вот участники Исыха Олонхо республиканские, да, и участники игр Манчары, спортсмены, у нас все вот вакцинированные. И сейчас работа ведется вот, совместно с главами наслегов, вот, отпускники, студенты, которые вот, приезжают по наслегам, по деревням, да, пытаемся вот, их тоже как-то вот, сначала сидеть на самоизоляции и вот, придерживаться вот, эпидситуации. Особенность нашего района, да, это вот наш район, это транспортный узел. Конечно, трудно, потому что очень много людей приезжает, неконтролируемых на машинах. Люди ездят, путешествуют через железнодорожную станцию. Вот поэтому очень трудно, но мы работаем. Как развивается волонтерское движение медицинских работников в республике? Способны ли молодежные инициативы в сфере здравоохранения повысить уровень общественного здоровья Якутии? Разбиралась Надежда Саханская. Добрый день всем, кто воплощает добрые дела на благо родной земли. Общественное движение «Волонтеры-медики» действует в нашей стране с 2013 года при поддержке Министерства здравоохранения и Федерального агентства по делам молодежи. В Якутии это движение появилось не так давно. Сегодня на площадке музея «Россия. Моя история» состоялось открытие регионального форума волонтеров-медиков. В Якутске это масштабное мероприятие проводится впервые. У нас весной проходил форум, фестиваль под названием «Мусустар». И там мы разыгрывали федеральный грант, где вот наши ребята выиграли 325 тысяч рублей, грант из Москвы. И вот благодаря этому гранту мы вот сегодня организуем данный форум. Цель форума – развитие волонтерского движения и открытие районных отделений по всей республике. Волонтером стать может каждый. На сегодняшний день региональное движение волонтеров-медиков насчитывает более 1000 человек разного возраста. Школьники, взрослая молодежь, работающие население, серебряные волонтеры и также студенты медицинского института, медицинского колледжа и непрофильных организаций. В этом году форум проходит как в очном, так и в онлайн-формате. На протяжении 2 дней участников ждут дискуссии, мастер-классы и открытые диалоги на профессиональные темы в сфере медицины. К слову, гости форума могут ознакомиться с раздаточным материалом, посвященному борьбе с ВИЧ и СПИД-заболеваниями. Здесь, в музее «Россия. Моя история», проходит региональный форум волонтеров-медиков. Одна из отличных возможностей прямо сейчас – сдать экспресс-тест на ВИЧ, СПИД и гепатит. Сейчас по всей стране работает 85 региональных отделений общественного движения «Волонтеры-медики», которые объединяют все больше и больше добровольцев. Да и в целом волонтерство становится новым трендом нашей современной реальности. Если же говорить о сфере здравоохранения, то сознательные граждане делают эту отрасль более открытой. Надежда Саханская, Илья Сыромятников, Якутск. К другим темам. В хозяйствах республики начинается удой большого молока. По оперативным данным Минсельхоза на сегодня заготовлено более 16 тысяч тонн молока. Это 27% от годового плана. Всего за этот год фермеры кооперативов и организованных хозяйств должны заготовить 57 тысяч тонн. Лидерами по объемам заготовленного молока являются Чурапчинский и Мегинакангаласский районы. Неплохой показатель у заготовителей центральных районов. Сейчас в регионе насчитывается, по данным, порядка 300 летников, где держат 42 тысячи голов крупного рогатого скота, из них 20 тысяч дойное стадо. На сегодняшний день заготовлено порядка 16 тысяч тонн молока. Это составляет
порядка 27% от годового плана. Из запланированных 2 миллиарда 800 рублей от суммы заготовки 50% доведено до муниципальных районов. В связи с повышением ставки на молоко, на килограмм молока, есть заинтересованность наших хозяйств. Мы считаем, что в этом году мы планы выполним на 100%. Ну а в Алекминском районе завершаются посевные работы. Последние гектары сеет сельскохозяйственный научно-производственный кооператив «Поиск». Подробнее Елена Фаст. Завершаются посевные работы. В эти дни кормовые сеет «Поиск». В плане посеять 50 гектаров овса. В целом это составит 350 гектар вместе с зерновыми. В этом году не получилось закупить элитные семена. Сеяли свои, рассказывает Алексей Петрович. Хотели мы, конечно, в этом году обновить пшеницу, но у нас не получилось в связи с тем, что мы заказывали небольшой объем 3 тонны всего, да, а поставщики отказываются везти. Даже мы были готовы пойти заплатить им больше, за доставку тоже оплатить, но они посчитали, что это им невыгодно, поэтому мы семена не купили. В целом в этом году как никогда отсеялись рано. На кормовых день-два и надо будет начинать огораживание и ремонт изгороди. Посевную мы закончили в сжатые сроки, поймали и влагу успели поймать, и быстренько все работы сделали. Но основная работа у нас сейчас идет это строительство новой изгороди и ремонт старой, потому что очень много было за зиму сломано. Где лошади помогают, где население помогает нам ломать. По району общий план составил 530 гектар зерновых и 870 кормовых. По площадям планы выполняются. Больше всего на сегодня тревожит погода. С начала июня не было ни одной капли дождя. Я думаю, что по части площадей мы выполним. Вот насчет урожая, конечно, будет вопрос, да, вот какая лето будет. На сегодняшний день, июнь уже, вторая декада июня, у нас ни капли дождя нет. Я уже не говорю о сенокосных угодьях, а вот сейчас по зерновым это будет ударять все равно по зерновым, по кормовым тоже. Поэтому все, и ждем погоды. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Сегодня, 17 июня, глава республики Айсен Николаев выступит с обращением к якутянам по поводу эпидемиологической ситуации с новой коронавирусной инфекцией. Обращение будет транслироваться на телеканалах НВК Саха, Якутия-24 и радио Татим в 20 часов 20 минут по местному якутскому времени. Таковы новости к этому часу. До встречи, будьте в курсе.